Уважаемый Садыр Нуркожоевич, уважаемые главы миссии международных наблюдателей, позвольте приветствовать вас в Кыргызстане и выразить благодарность за проделанную вами и вашими командами работу по наблюдению за выборами в Джохор Кеңеш Кыргызской Республики. Мы высоко ценим вашу деятельность как существенный вклад в укрепление выборной системы нашей страны. Как вам уже известно, в соответствии с новой Конституцией Кыргызской Республики мы провели парламентские выборы по пропорционально-мажоритарной системе. В выборах принимали участие 21 партия и 282 кандидата по одномандатным округам. Выборы проводились в 2435 избирательных участках, в том числе в 59 участках за рубежом. В общей сложности было аккредитовано 294 средства массовой информации, интернет-изданий, 202 средства массовой информации, 92 интернет-издания, включая 50 зарубежных средств массовой информации из 16 стран мира. 736 международных наблюдателей, представляющих 14 избирательных и 20 международных организаций, 19 дипломатических представительств осуществляли мониторинг за ходом выборов. Уважаемые наши гости, позвольте еще раз выразить благодарность вам за проделанную большую работу и предоставить слово президенту Кыргызской Республики господину Садыру Нуркожоевичу Жапарову. Садыр Нуркожоевич. Спасибо. Добрый день, уважаемые дамы и господа. Очень рад встрече с вами. Надеюсь, что вам понравилось в Кыргызстане и у вас была возможность поближе познакомиться с нашей страной и кыргызским народом, который известен гостеприимством к своим гостям. Уважаемые главы миссий, я приветствую интерес к мониторингу парламентских выборов со стороны региональных, международных и межпарламентских организаций, Содружества независимых государств, Организации договора о коллективной безопасности, Шанхайской организации сотрудничества, Организации тюркских государств, Организации исламского сотрудничества и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Также я хочу отметить и поблагодарить за участие в качестве наблюдателей, руководителей центральных избирательных комиссий братского Узбекистана и дружественной Грузии. Мы ценим вашу поддержку и внимание к нам, особенно учитывая, что приехать в Кыргызстан вам пришлось в непростое эпидемиологическое время. Вчера состоялось очень важное событие, свидетелями которого стали свыше 700 международных наблюдателей. Эти выборы несут особый смысл и значение для будущего нашего государства и общества, которое в октябре 2020 года решительно выступило в защиту своих законных прав и потребовало вернуть Кыргызстан на демократический путь развития. Напомню, что негодование и протестный настрой нашего общества вызвали именно итоги парламентских выборов, которые не отражали подлинного волеизъявления граждан из-за нарушения законов до и в день голосования. Уважаемые дамы и господа, за прошедший год мы постарались выполнить свои обязательства перед нашим мудрым народом. Осуществлены важные общественно значимые мероприятия, призванные вернуть все политические процессы в конституционно-правовое поле, способствовать поступательному социально-экономическому развитию, укреплению общенационального единства и доверия общества к новой власти. Одним из требований общества является организация открытых, справедливых и состязательных выборов, итоги которых признаются как легитимные, в первую очередь, самими гражданами и политическими силами. Именно таким образом в этом году были проведены выборы президента, в органы местной власти и конституционный референдум. Напомню, что эти мероприятия были хорошо оценены международным сообществом.
Уважаемые главы миссий, выборы в Джогорку-Кеңеш Кыргызской Республики были проведены в соответствии с общепринятыми международными стандартами, в том числе с учетом копенгагенских обязательств государств-участников ОБСЕ. Новый созыв парламента избран по новой пропорционально-мажоритарной системе. Недавний переход на эту систему обусловлен тем, что в течение последних 10 лет пропорциональная модель в силу определенных причин не смогла прижиться и эффективно заработать в Кыргызстане. Эти выборы стали одними из самых конкурентных и равных с точки зрения условий участия. В выборной гонке участвовали 21 политическая партия и почти 300 кандидатов по одномандатным округам. Для обеспечения представленности всех слоев общества в парламенте законодательством были введены квоты для женщин, этнических меньшинств, молодежи и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Власти готовы работать со всеми политическими партиями в Джогорку-Кеңеше, которых поддержали наши избиратели. Уважаемые дамы и господа, сейчас предлагаю перейти к интерактивному обмену мнениями. Уважаемые гости, теперь слово предоставляется нашим гостям, главам миссии международных наблюдателей, в свободном порядке, по желанию. Наша встреча рассчитана на 1 час, и, если можно, просим. Василий Петрович, слово предоставляется уважаемому господину Волкову Василию Петровичу, глава миссии Содружества независимых государств, председателя Совета Российского фонда «Свободные выборы». Спасибо большое. Уважаемый президент, товарищ Верховный Главнокомандующий, позвольте от имени миссии международных наблюдателей от Содружества независимых государств поздравить вас и в вашем лице всех граждан Киргизии с успешным окончанием формирования высшей власти в стране. Избранием в январе 2021 года президента страны и сейчас избранием высшего законодательного органа Джогорку-Кеңеша прошло всего лишь 1 год, даже меньше. Но сделано очень много. Мне в январе 2021 года также было поручено возглавить миссию от СНГ по наблюдению за выборами президента Республики Кыргызстан. И я могу, так сказать, сделать выводы и какие-то заключения лично на основе своих впечатлений и наблюдений и тех выборов, и этих. И действительно, за этот год проведена просто огромная работа во всех направлениях жизни Кыргызстана. Но хочу как юрист сказать в первую очередь о том, что проведена практически новая правовая реформа в стране. Изданы, подготовлены, изданы, приняты, изучены, что самое главное, законы избирательного законодательства на всех уровнях. Это тоже очень важно. В такой короткий срок освоить новые нормы, новые правила, новые технологии применения избирательного законодательства, это стоит приложить максимальные усилия. Цель всех этих изменений, как мы предполагаем, она в первую очередь направлена на то, чтобы повысить доверие, как вы уже сказали, к выборам, а значит и повысить уровень легитимности избранной власти. И мы уже констатировали сегодня на пресс-конференции, когда отчитывались перед, в первую очередь, гражданами Республики Кыргызстан, о том, что избирательная кампания прошла в строгом соответствии с Конституцией Кыргызстана, в строгом соответствии с законами республики, которые были приняты, и каких-либо оснований для признания в какой-то части выборов недействительными, не соответствующими этим основополагающим законам, у нас нет. Мы встречались с людьми на избирательных участках, были во всех практически органах власти, естественно, встречались в Центральной избирательной комиссии с нашими коллегами. И везде мы получали только доброжелательные отношения. Никто никогда не высказал нам мнение какого-то. Не надо туда ехать, не надо там смотреть. Куда мы хотели, туда мы ехали. Мы признательны всем за такой подход. Это говорит об открытости и всего общества, и тех организаций, и граждан, людей, должностных лиц, которые организовывали эти выборы. Мне просто запомнилась одна встреча с ветеранами, уважаемыми ветеранами кыргызстанцами. Я являюсь еще и председателем Координационного совета Содружества Союза
ветеранов Содружества независимых государств. Вот так получилось, что в одном лице. Поэтому мне было интересно, как ветераны оценивают ситуацию и как они вот будут голосовать. Все было хорошо, все было нормально. И вот что они просили передать, зная очевидно, что встреча будет с вами. Они просили передать, пусть президент не боится нас нагружать. Мы еще можем поработать, мы еще можем подставить свое плечо власти, народу для того, чтобы сделать что-то лучшее, для того, чтобы в стране было лучше. Вот этот наказ я просто обязан был передать, и я думаю, это очень было искренне, и люди вас поддерживают, причем на всех уровнях, особенно ветераны. Мы считаем, что сделано очень много, но, как говорят иногда, победу одержать легче, чем ее потом удержать в своих руках. Но мы все-таки уверены, уважаемый президент, что вы вместе со своей командой, вместе с неравнодушными людьми, которых очень много в Киргизстане, сделаете все возможное и решите все проблемы, стоящие перед кыргызстанцами. Спасибо вам большое. Спасибо вам. Пожалуйста, председатель Центральной избирательной комиссии, наш гость из Грузии, господин Каландаришвили Георгий. Спасибо огромное. Можно на английском, да? Да, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Спасибо огромное. So, dear lady, and first of all, Большое спасибо вам за то, что приняли нас. Мы это действительно очень ценим. Для всех нас большая честь встретиться с вами. Прежде всего, я хотел бы от имени Центральной избирательной комиссии Грузии поздравить вас и вашу страну, также граждан с проведением столь хорошо организованных выборов. Особенно после того, как недавно была проведена избирательная реформа в стране. И действительно необходимо отметить, что избирательная комиссия Кыргызстана проделала действительно значительную и огромную работу для того, чтобы эти выборы были хорошо организованы в соответствии с высокими стандартами, так называемыми демократическими ценностями. Особо следует отметить, что мы и весь мир стоит действительно перед серьезной проблемой, такой как пандемия COVID-19 и проведение выборов в период пандемии COVID. Это действительно требует огромной работы. И я предположил, что избирательная комиссия много сделала для выполнения этой работы, чтобы создать безопасные условия для кыргызских избирателей, представителей международных и местных наблюдателей. В то же время необходимо отметить, что вы значительно опережаете Грузию по использованию таких технологий на выборах. Это автоматические считывающие машины, идентификации избирателей и так далее. Это действительно большая возможность для избирательной комиссии Грузии увидеть вживую и перенять опыт вашей страны, потому что мы только начали тестировать такие вещи в Грузии. И ваш опыт внесет огромный вклад в нашем начинании. Определенно, наша миссия очень ограничена по времени, потому что мы наблюдаем в течение нескольких дней. В день перед выборами, в день выборов и после него. Соответственно, мы положительно оцениваем ваши выборы. Поздравляю и большое спасибо. elections, and thank you again for invitation and for being with us. Congratulations. Thank you so much. Спасибо огромное, господин Каландаришвили, господин председатель, за вашу высокую оценку, за конструктивные предложения. Спасибо. Пожалуйста. Кутбиддин Нукридинович, слово предоставляется господину Бурхану Кутбиддину Нукридиновичу, главе группы наблюдателей с Межпарламентской ассамблеи СНГ, председателю комитета Сената Оли Мажлица, Республики Узбекистан. Здравствуйте, уважаемый президент, уважаемые присутствующие. Примите мое большое высокое уважение. Мы здесь в большой радости находились несколько дней. Я возглавлял Межпарламентской ассамблеи СНГ. Здесь были аккредитованы Центральной избирательной комиссии 75 наших членов Межпарламентской ассамблеи. Мы принимали вчера участие в многих участках, где осуществлялись выборы. Единственная проблема была, иногда сбой давал техника. Это естественно, но результаты выборов она никакое отношения не имеет. Быстро на место устраняли. И еще второй вопрос. Люди старшего возраста немножко затруднялись определять вот это птичье, куда поставить. Ну, по возрасту дедушки, бабушки, аксакалы приходят, им немножко было трудновато. В порядке законодательства никаких замечаний нету. Везде народ, мы видели, воодушевлением принимает участие. Никаких нарушений. Везде настроение очень хорошее. Некоторые даже так громко, весело объявили, говорят, вы передайте нашему руководству, мы
примем активное участие и будем все бороться за развитие нашего народа и государства, говорит. Спасибо, Кутбетдин Нуркудинович, за вашу высокую оценку, за ваши предложения. Те предложения и замечания, которые вы дали, конечно же, примем к производству, к совершенству. Нет предела. Не замечания. Как говорится, все вместе будем Пожелание, исправлять. не замечания. Позвольте предоставить слово господину Нисамходжаеву Зайниду Махаматовичу, председателю Центральной избирательной комиссии Узбекистана. Господин президент, я представляю большую делегацию Узбекистана из нашей страны. В нескольких миссиях участвует 46 наших узбекистанцев в наблюдении, как международные наблюдатели парламентских выборов в Республике Кыргызстан. Я хочу в присутствии моих коллег, наших уважаемых сегодняшней встречи, искренне поблагодарить вас за то, что вы, несмотря на то, что заняты, и поблагодарить мою коллегу Нурджан Кармабековну с успешным завершением. Я считаю, что успешное завершение парламентских выборов. И слова благодарности за то, что при встрече были все условия созданы на самом высшем уровне, и законодательная база, и условия встречи, и наблюдение за выборами на местах участковых избирательных комиссиях. В ходе наблюдения за выборами мы убедились, что в избирательных участках созданы все условия. Была проведена огромная работа. Это надо признать, и это делает честь. Это свидетельствует, и хотелось еще один момент отметить, предыдущие мои коллеги это не отмечали. Я хочу особо отметить, что был создан колл-центр для лиц с инвалидностью, колл-центр для граждан, где я лично сам присутствуя и участвуя, задавая вопрос, получил исчерпывающий ответ, что каждое обращение или жалобы, они решались моментально. Моментально и на основе всех законодательных актов, которые разработаны и действуют, и она сегодня имеет место. И очень важно, несмотря на то, что как медик, я сам медик, я хотел бы отметить в условиях пандемии, пандемия она еще не закончилась, хотя в Кыргызстане эпидемиологическая обстановка, она не критичная, она имеет спад. Мы интересовались, что каждый день по республике выявляется всего лишь 30-40 случаев. Это, несмотря на это, в избирательных участках была создана безопасная зона в плане профилактики распространения этой злой инфекции. Это отрадно, это очень многим, я думаю, что надо взять пример. И мне лично очень импонировал и тот факт идентификации личности, вот это использование высокой технологии, IT-технологии в избирательном процессе. Я считаю, мои коллеги, видимо, согласятся, что высокие технологии избирательного процесса внедрено, многие государства могут помечтать. Вот, поэтому это определенная затрата, несмотря на то, что выборы проходили в условиях пандемии, взяли на себя такое обязательство, и это очень импонировало лично меня. И я думаю, что мы с нашей коллегой будем в этом плане работать, как внедрять в нашей республике данную систему. И в заключение, чтобы не ограничивать время других выступающих, я хотел еще раз поздравить и считаю, что выборы прошли легитимно, и она думаю, что послужит на благо народа, дружественного народа Кыргызстана. Спасибо за внимание. Спасибо, уважаемый Зайнидин Махаматович. Мы очень рады, что именно председатели Центральной избирательных комиссий приехали из дружественных братских стран, вот из Грузии, из
из России, из Узбекистана. Слово предоставляется послу господину Адама Баубакар, глава миссии Организации исламского сотрудничества. Thank you very much, Excellency, Mr. President. Я хочу воспользоваться этой возможностью, чтобы поблагодарить вас за то, что приняли нас. Также хочу передать приветствие генерального секретаря Организации исламского сотрудничества. Мы приехали из Саудовской Аравии, чтобы помочь вам с этими важными выборами, потому что Кыргызстан активный член ОИК, и мы решили сопровождать Кыргызстан в этом процессе. Мы были на президентских выборах тоже. Хочу поздравить Центральную избирательную комиссию за хорошо проделанную работу до и во время выборов. Нас, к сожалению, приехало мало, всего 4 представителя, но мы объехали некоторые УИК в Бишкеке и за городом. Во всех УИКах наблюдали представители практически всех политических партий, гражданского общества, представителей независимых кандидатов. Все они были там, чтобы следить за происходящим. На участках мы смогли увидеть электронный список избирателей, а также электронные считывающие урны. Мы были в качестве наблюдателей на многих выборах в разных странах мира и не видели таких современных технологий. Конечно, с машинами были некоторые проблемы, которые решались своевременно. Хочу отметить, что мы остались довольны. Эти выборы прошли открыто, мирно, прозрачно и хорошо организованно. Хочу поздравить женщин. Я видел, как большинство женщин продемонстрировали свою готовность позволить своим голосам быть услышанными на этих выборах. Мы будем и дальше поддерживать вашу страну в этом направлении, чтобы кыргызский народ внес свой вклад в укрепление демократических практик и институтов. Мы собираемся представить свое наблюдение в 2022 году в Пакистане, где состоится встреча министров иностранных дел. Большое спасибо, поздравляю. Who will report to you, Excellency. So thank you very much and congratulations once more. Спасибо огромное, господин посол. Пожалуйста. Пожалуйста, слово предоставляется господину Сандыкову Алексею Ивановичу, главе делегации Парламентской ассамблеи ОДКБ, члену постоянной комиссии Национального собрания Республики Армения по региональным вопросам и вопросам евразийской интеграции. Спасибо большое, многоуважаемый господин президент, уважаемые коллеги. Хотя на самом деле, находясь в такой атмосфере, хочется больше сказать дорогие друзья, чем уважаемые коллеги. Конечно, очень непросто в условиях пандемии, с которой весь мир борется уже второй год, проводить выборы на столь высоком уровне. С этой точки зрения, конечно, нужно отдать должное организаторам выборов, что все было организовано в шикарных, совершенно абсолютно таких комфортных условиях с точки зрения нераспространения коронавирусной инфекции. Конечно, мои коллеги уже большинство оценок и мнений высказались. Тут мы в одном ключе идем, то есть мы абсолютно едины во мнении, что все было организовано прозрачно и легитимно. Это также отмечали наши партнеры, представители политических партий, кандидатов, с кем мы встречались в пятницу, в последний день агитационной кампании. И все, вот говоря народным языком, говорили, что правила игры для всех чистые, четкие, прозрачные и равные. Поэтому как бы конкуренция была совершенно здоровой, и кыргызский народ осознанно сделал свой выбор. Но про технические нововведения тоже было неоднократно сказано. Действительно, высокий технический уровень организации выборов, он был действительно на высоте. Также очень радует, что предусмотрено в избирательном законодательстве квоты для противоположного пола, для национальных меньшинств. В этом аспекте наши парламенты очень похожи. Я сам представляю русскую общину по квоте национальных меньшинств в армянском парламенте. Ну и прекрасно знаете, что участие в таких наблюдательных миссиях – это очень важный компонент, очень важная составляющая парламентской дипломатии. Наши страны очень тесно сотрудничают на различных парламентских площадках, как в формате СНГ, ОДКБ, на Евразийском экономическом пространстве у нас тесные контакты. Также двусторонние отношения между нашими парламентами, между парламентариями тоже является очень важной частью дипломатии. Этот аспект мне вдвойне приятен, как-то в армянском парламенте я возглавляю группу дружбы между парламентами Кыргызской республики и Республики Армения. Так что сам лично очень с нетерпением жду формирования уже нового парламента, чтобы работать со своим новым коллегой и продолжать работу. Ну и, конечно, присоединяюсь ко всем словам благодарности за хорошую организацию и за то гостеприимство, которым буквально обволакиваешься с момента прибытия на вашу землю. Огромное вам спасибо и самые теплые солнечные приветы из Армении для вас. Спасибо, Алексей Иванович, за оценку, за теплые пожелания в наш адрес. Еще раз добро пожаловать в Кыргызстан.
Слово предоставляется депутату Великого национального собрания Турецкой Республики, главы миссии парламентской ассамблеи тюркоязычных стран господину Реджеп Шекерову. Sayın Milletvekil'im hoş geldiniz. Buyurun. Teşekkür ediyorum Sayın Bakanım. Hoş bulduk. Sayın Cumhurbaşkanım, çok değerli misafirler. Ben de heyetim adına sizleri saygıyla selamlıyorum. Урматтуу президент, кымбаттуу меймандар. Мен мында Түркбаанын өкүлү катары келдим. Түркия президенти Режеп Тайип Эрдоган жана парламенттин төрагасы Мустафа Шентоп сиздерге саламын жолдоду. Сиздерди шайлоону ийгиликтүү өткөрүп алганыңыздарга байланыштуу куттуктоолорун билдиришти. Биз түрк делегациясы катары Азербайжан, Казакстан жана Түркиядан келген эл өкүлдөрү, ошондой эле Түркба делегациясы менен биргеликте шайлоонун жүрүшүнө байкоо салдык. Биз кыска мөөнөттүү байкоо жүргүздүк. Анын натыйжасында БШК төрайымы кээ бир саясий партиялардын жана шайлоо күнүндө шайлоо сандыктарында жооптуу кызматкерлер жана байкоо жүргүзүүгө келген партия өкүлдөрү көз карандысыз байкоочулар жана эл менен баарлашууга мүмкүн болду. Башка катышуучулар белгилеп кеткендей, шайлоо чынында эле ачык айкын, акыркы үлгүдөгү жогорку деңгээлдеги технологияларды колдонуу менен өткөнүнө күбө болдук. Албетте, бир нерсени өзгөртүү оңойго турбайт. Ал кыйла оорчулуктар менен ишке ашат. Кыргызстан мурунку шайлоого караганда жаңы тартипке өтүп, жаңы шайлоону өткөрдү. Баарынан да анын алгачкысын ийгиликтүү өткөрүп алуу маанилүү болчу. Шайлоону демократиялык жана ачык айкын өткөрүүдө жаңы система менен жаңы деңгээлге чыкты. Катышуучулар белгилеп өткөндөй, аялдардын, мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын, жаштардын шайлоого катышуудагы үлүшү өлкөнүн баш мыйзамында белгиленген азчылыктын өкүлү болуу сыяктуу жакшы натыйжалар менен бирге салыштырмалуу чакан шайлоо участкаларында чындыгында эле демократиянын жана ачык айкындуулуктун жолун ачты деп айтса болот. Буларды жүзөгө ашыруу оңой иш эмес. Сиздерге маалым болгондой, бир нерсени өзгөртүү оңой эмес. Бир сүрөттү коюп, аны боё дей турган болсо, баары келип бир жерин боёй алат. Бирок жаңы сүрөт тарт дей турган болсо, аны баштан тартуу оңойго турбайт. Ошондуктан өзгөрүү оңой эмес, кыйын. Бирок Кыргызстан алгачкы этаптан ийгиликтүү өттү. Биз бул жакка келе жатканда мурдагы шайлоолордо көргөн жетишкендиктер, технологиялар, шайлоого жооптуу кызматкерлердин дараметин байкап көргөнбүз. БШК төрайымы бизге шайлоонун жаңы тартиби жөнүндө кеңири маалымат берген. Алардын баарын биз участоктарда иш жүзүндө көрдүк. Чыңгыз Айтматов кылым карытар бир күн деп айткандай, эми бир күн калды. Эми шайлоонун жыйынтыгын эсептөөдөгү акыркы этапта да ачык айкындуулук болсо, жакшы натыйжалар менен Кыргызстан өз жолун улантып кетет деп ишенебиз. Şaylonun жыйынтыктары Kırgızstan eline, siyasi partiyalarga kut bolsun. Seçimlerin Kırgızstan halkına, siyasi partilerine, Türk devletlerine hayırlı olmasını temenni ediyorum. Saygılarımı sunuyorum. Слово предоставляется господину Ашиму Эрику Сарсебековичу из братского Казахстана, уважаемому заместителю генерального секретаря Шанхайской организации сотрудничества. Уважаемый господин президент Садыр Нургожоевич, уважаемый Нуржан Кармабековна, хотелось бы в вашем лице искренне поздравить братский кыргызский народ с великим достижением жизни, а именно с состоявшимися вчера парламентскими выборами в Жокорку Кенеш. Сегодня кыргызский народ проснулся, имея новый парламент, имея полную возможность реализовать вчера свое право, сегодня с надеждой смотрит на то, как будет это исполняться. Я хотел бы в дополнение к своим коллегам, сказанным нашими коллегами, все, конечно, было очень сказано точно, грамотно, во многом совпадают наши точки зрения, но хотелось бы в свою очередь отметить прекрасно организованную работу Центра избиркома. Несмотря на видимую хрупкость Нуржан Кармабековны, она в жестких руках держала всю, от начала до конца, выборную кампанию. Это чувствовалось. Была подготовлена большая, вернее, проведена большая работа не только партиями, не только представителями одномандатных округов, но видно работа Центральной избирательной комиссии. Все члены, весь актив, все руководители Центра избиркома организовали и создали условия для простых граждан, для того, чтобы они могли себя чувствовать на избирательных участках не обделенными, а наделенными полномочиями. Сейчас модно стало говорить в последнее время, что нужно использовать какие-то достижения техники, науки, техники, IT-технологии. Но можно слышать, можно видеть, а можно чувствовать.
И вот мы почувствовали, что все эти слова, все пожелания, они были реализованы. Может быть, были какие-то недостатки, но дорогу одолеет идущий, поэтому без недостатков нет прогресса. И я хотел бы искренне поздравить Нуржан Кармабековна. Может быть, это будет именно ваша личная заслуга, то, что вы смогли добиться внедрения этой системы. Пусть она дальше развивается, пусть она реализуется именно с теми пожеланиями, которые были высказаны сегодня за этим столом. Поэтому пусть вместе с этими достижениями демократически строят вся свобода и прозрачные выборы, свидетелями которых мы стали сегодня в Кыргызстане, пусть она распространится не только на Центральную Азию, но и пойдет дальше, послужит примером. Почему? Потому что сегодня, общаясь в кулуарах со своими коллегами, я заметил, что они говорят, что гораздо более технически и богаче в денежном, а технические оснащения государства не смогли внедрить или даже не внедрили на таком уровне. Это говорит о многом. Это говорит о том, что руководство страны, Центральная избирательная комиссия в первую очередь создает условия для народа, чтобы они могли работать и жить в честных условиях, с честно избранным парламентом. Извините, что, может быть, я много сказал про Центр избирком, но это было то, что мы ощутили с самого начала прибытия. Наша делегация, миссия наблюдателей от Шанхайской организации сотрудничества в течение нескольких дней освещала события и мониторила ситуацию в количестве 19 человек. Мы посетили более 120 участков, и то, что мы увидели, это именно гармоничный подход, несмотря на капризы природы, шли и молодые, и пожилые, и очень молодые. А самое главное, шли сознательно, и это действительно тот электорат, который дал ту цифру, которую дал, и никто их не заставлял. Мы видели, что это было все с праздничным настроением. Поэтому еще раз хотел бы вас поздравить с состоявшимися выборами. Передать пламенный привет от имени нашего генерального секретаря Владимира Ивановича Норова. И с тем, чтобы все наказы, которые вот мы видели, не только, скажем так, замечания или критические там письма, которые в письмах обращаются, но мы видели очень много добрых отзывов и пожеланий. Пусть эти пожелания сбудутся. Спасибо вам большое. Спасибо, Мирик Сасребекович. Слово предоставляется господину Газалу Гизмату, нашему уважаемому гостю, заместителю генерального секретаря Организации тюркоязычных государств. Пожалуйста. Çok teşekkürler Sayın Bakanım, Sayın Cumhurbaşkanım, nazik kabulünüz için çok teşekkür ediyoruz. Бизди жылуу кабыл алганыңыздар үчүн президентке жана кыргыз элине чоң ыраазычылык билдиребиз. Шайлоонун жыйынтыгы боордош Кыргызстандын бакубатчылыгын жана туруктуулугун мындан ары да бекемдешине тилектешпиз. Кыргызстан түрк дүйнөсүнүн ажырагыс бир бөлүгү. Ошондой эле Түрк кеңешинин куруучу мүчөсү болуп саналат. 2018 жылдагы Чолпон Атада Кыргызстандын үй ээси катары өткөргөн 6-чы Түрк кеңеши саммити менен башталган тыгыз кызматташтыктын өзгөчө орду бар экенин баса белгилеп кетким келет. 12 ноябрда Стамбулда урматтуу президент, сиздин катышууңуз менен тарыхый саммит өттү жана 2040 жылга чейинки максаттар белгиленди. Экономика, энергия, климаттын өзгөрүшү, айлана чөйрөгө багытталган сунуш пикирлер каралды. Бул биздин уюм үчүн өтө маанилүү. Аталган долбоорду ишке ашыруу үчүн иштерди баштайбыз. Кыргызстанда болуп жаткан өзгөрүүлөр, реформалар абдан канааттануу менен бааланып жатат. Шайлоонун тынчтык, бейкутчулук ичинде өтүшүнө булардын таасири чоң экенин көрдүк. Кечээ 20дан ашуун шайлоо тилкелеринде болдук. Ага чейин саясий партиялар менен жолугуштук. Бардык саясий партиялар жаңы өзгөрүүлөр жана тартиптер тууралуу жакшы ойлорун билдиришти. Ошондуктан сиздерди дагы бир жолу парламенттик шайлоону өткөрүп алганыңыздар менен Türk Kengesi атынан куттуктайбыз. Başarılı parlamento seçimleri dolayısıyla bir kez daha kutlar, seçim sonuçlarının Kırgızistan'ın yükselişine katkı sağlamasını temenni ederim. Teşekkürler, sağ olun. Уважаемые главы миссии международных наблюдателей из наших дружественных братских стран, еще раз позвольте выразить вам искреннюю благодарность за вашу большую работу, за участие в наблюдательном процессе на выборах Джохор Кеңеш Кыргызской Республики. Еще раз добро пожаловать в Кыргызстан. Позвольте вам пожелать здоровья, очень важно в наше время, успехов во всех ваших начинаниях
хотел бы предоставить слово нашему уважаемому президенту Садру Нургожевичу. Садру Нургожевич. Спасибо, уважаемые главы миссий. Спасибо всем вам за хорошие пожелания и поддержки. Подытоживая, хочу отметить, что вчерашние выборы в Джооркхенгеш Кыргызской Республики завершили цикл политических мероприятий, инициированных после октябрьских событий 2020 года. Мы нацелены на активизацию созидательной работы ради обеспечения безопасности, прав человека, фундаментальных свобод, экономического развития и социального благополучия в нашей стране. Мы также открыты к международному сотрудничеству по этим направлениям. И в заключение благодарю вас и ваши команды за профессиональную работу в качестве наблюдателей. Желаем всем вам доброго пути домой и, пользуясь моментом, поздравляю вас всех с наступающим Рождеством и новым 2022 годом. Спасибо за внимание.